Выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе – вот цель всероссийских проверочных работ, стартовавших с этой недели по всей стране. Их пишут учащиеся с 5 по 9 классы. Всероссийские проверочные работы по всей стране напишут порядка 7 миллионов учащихся с 5 по 9 класс. В Ингушетии свои знания проверят более 42 тысяч ингушских школьников. Обязательными для сдачи являются проверочные работы по русскому языку и математике. Дату проведения проверочных работ по тому или иному предмету каждое общеобразовательное учреждение выбирает самостоятельно. Сегодня свои силы по русскому языку пробуют учащиеся 4-й Кантышевской школы. Тест состоит из 17 заданий различного уровня сложности. Это работа над текстом, проверка пунктуации, орфографии, синтаксический разбор предложения. На решение отводится 1 час. Но волнения среди сдающих нет, вопросы несложные. Альбина Арцханова почти на все уже ответила. Были задания, где нужно определить главную мысль текста. С ними я тоже справилась. Были еще и где нужно записать еще микротему, где нужно было определить синонимы слов. Что тебе, скажем так, легче всего удалось из всего списка заданий? Легче всего это было просто расставить пропущенные буквы и переписать текст. Всероссийские проверочные работы проводятся в стране с 2015 года по распоряжению Рособорнадзора. Результаты тестов не влияют на получение аттестата или перевод в следующий класс. Они лишь помогают выявить пробелы в знаниях учащихся. Мы можем понять, преподавание какого предмета у нас получается хорошо, а преподавание какого предмета нужно дополнить еще, внести какие-то изменения. И в случае необходимости даже возможно придумать какие-то подходы и методы по преподнесению знаний нашим подопечным. Традиционно всероссийские проверочные работы проводятся весной, как финальные и контрольные по итогам учебного года. Однако они были перенесены с весны на осень Рособорнадзором из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Прошлой весной проверочные по нескольким предметам в этой школе уже написали учащиеся 4-х и 5-х классов. Сейчас девятиклассники проходят тест на базе 8 класса. Нам намного удобнее. Есть свой определенный плюс в том, что с весны 2022 перенесли часть работ из-за эпидемиологической ситуации на осень 2022 года. Структура самих заданий, она для наших учащихся именно потому, что пишут по пройденной программе, она несложная. Ученики 7-9 классов, кроме русского и математики, сдают проверочные работы по 2 любым выбранным предметам. В 7 классах это могут быть работы по истории, биологии, географии и обществознанию. В 8 к этим предметам добавляется физика, а в 9 – химия. Всероссийские проверочные работы продлятся в школах до 24 октября. На основании общих результатов Федеральная экспертная комиссия сделает вывод о том, хорошо ли школьники усваивают учебную программу и нужно ли ее подкорректировать. Дана Плиева, Мухаммад Белакиев. Новости 24.